Обеспечение транспортной доступности – это особо важная задача, которую решает правительство Якутии, и особую роль играют авиационные перевозки. Основной задачей, которую решает правительство Якутии и федеральные органы власти, является реконструкция аэропортов республики для пассажирских и грузовых перевозок. Утвержден план работ по реконструкции аэропортов Якутии. Вы знаете, вот на сегодняшний день в Республике Саха-Якутия действует 32 аэропорта. Это, в принципе, это очень большая такая агломерация наших аэропортов, которая позволяет обеспечить транспортную доступность для нашего населения. Мы провели реконструкцию взлетно-посадочной полосы аэропорта Чукурдах. В этом году мы приступаем к реконструкции аэропортов Алекминск, Нерюнгри, Жиганск, Верхневилюйск. В будущем, на будущий год у нас по плану будет дальше продолжаться. Это и Нюрба будет, и там тоже будет реконструкция взлетно-посадочной полосы. Сегодняшний день получается, что почему мы берем именно вот эти аэропорты, да? Потому что на сегодняшний день климатические условия, да, и грунты, какие у нас являются грунтовые аэродромы, и это еще и густонаселенные районы, они не имеют, будем так говорить, хорошей транспортной схемы для того, чтобы выполнять ежегодно, круглогодично полеты на самолетах даже вот 3-го класса или 4-го класса. Аэропорт Алекминск располагает аэродромом класса Г с грунтовой взлетно-посадочной полосой размером 1900 на 60 метров. По проекту в аэропорту планируется реконструкция взлетно-посадочной полосы под класс Г и размер 1770 на 36 метров с использованием плит ПАК, рулежной дорожки, перрона, систем электроснабжения и теплоснабжения, объектов радио, светосигнального и метеооборудования, строительство аварийно-спасательной станции, склада ГСМ, водосточно-дренажной системы и очистных сооружений поверхностных стоков, патрульной и подъездных дорог, объектов освещения перрона, ограждения аэропорта с техническими средствами охраны, контрольно-пропускного пункта, сблокированного с караульным помещением. Что конкретно касается Алекминска. Мы знаем, что с этого года уже проведен конкурс. По этому конкурсу выиграли подрядчики, определились по работе на взлетно-посадочной полосе. Полосу в этом году зимой начнут ввозить грунт, щебень, для того, чтобы готовить его под бетонирование. То, что на сегодняшний день реконструкция аэропорта – это неизбежность, да, и, естественно, понимает об этом и исполняющий обязанности главы. По его инициативе Кондратьева Эдуарда Владимировича мы проводили в Министерстве транспорта совещания с авиаторами и совещания с речниками. Мы проговаривали как раз работу во время реконструкции, как мы будем заниматься перевозкой нашего населения, которое проживает в Алекминском районе. Ну, мало того, район большой, район перспективный. У него очень, в принципе, налажено сельское хозяйство, у него там есть и транспортная схема, да, своеобразная. И есть очень много поселков, в которые мы должны еще выполнять социально значимые маршруты. Для этой цели мы же всегда ежегодно там, будем говорить, базируем самолет Ан-2, который выполняет социально-экономические полеты. И мало того, еще мы будем, наверное, и патрулировать на самолетах Ан-2 лесной массив, который может быть подвержен пожарам. Это тоже была и просьба главы. Кондратьев на сегодняшний день обеспокоен будущего района для того, чтобы все-таки мы могли обеспечить всю эту транспортную доступность, чтобы население не пострадало. Но и с будущего года, то есть 2020-2021 год, мы будем заниматься взлетно-посадочной полосой. Для того, чтобы не прекратить полеты, потому что, насколько я понимаю, при реконструкции взлетно-посадочной полосы у нас прекратят полеты самолеты 3-го класса. То есть самолеты Ан-24, Ан-26 аэропорт не сможет принять. Но аэропорт для нас составляет 1000 метров. И вот на самолете типа Л-410 мы будем выполнять полеты 2 раза в неделю и 3 раза в день. Кресел здесь посадочных будет 14. Тарифы будут немножко чуть выше, чем на самолетах Ан-24, но мы будем принимать меры для субсидирования дальше этого маршрута, который на сегодняшний день он не субсидируется. То есть население потерпит только немножко неудобства в том, что не каждый день мы можем выполнять полеты. Но это связано еще с тем, что мы все-таки должны эту полосу в кратчайшие сроки сделать и довести ее до ума. Вы знаете, вот на сегодняшний день глинистая почва, которая находится в аэропорту, она не позволяет нам
при размыкании выполнять полеты на самолетах типа Ан-24. Более тяжелый самолет, хотя он и садится на весь грунт, но при размыкании до 90 дней доходит в летний период, мы не можем выполнять полеты. И вот буквально недавно у нас был опять, ну не коллапс, будем так говорить, а задержка до 5-6 суток. Но для того, чтобы мы все-таки могли выполнять полеты, чтобы народ у нас передвигался, вот приняли решение с полярной авиалинией, будем выполнять полеты 2 раза в неделю, вторник, субботу и 3 раза в день. То есть 42-43 человека мы будем возить во вторник и в субботу. Дальше мы уже будем работать с речниками. То есть мы договорились, что речники ежедневно по несколько речных судов вместимостью от 78 кресел до 120 будут выполнять рейсы по маршруту Якутск-Алекминск. Дальше мы будем выполнять еще, договорились с Ленатурфлотом, Алекминск-Ленск, чтобы с Ленска можно было выполнять полеты на Иркутск, и с Ленска можно по дороге или самолетом передвинуться в Мирный. Из Мирного можно добраться и в Сочи, и в Москву, и Краснодар, и тоже по субсидированным тарифам. Такие маршруты у нас уже есть. Вот то, что мы сейчас принимаем, какие вот решения. На речном транспорте мы тоже будем применять субсидированные тарифы, для того, чтобы население не пострадало, и чтобы у нас все-таки была возможность передвигаться. То, что касается аэропорта Якутск, 2020 год мы будем продолжать выполнять полеты с этой же полосы, которая на сегодняшний день действует. Мы приступим в этом году к реконструкции аэропорта Нерюнгри. Там больше работ будет проходить, чем, допустим, в аэропорту Алекминск. В Алекминске примерно где-то на 2 с копейками миллиарда рублей, а в Нерюнгри 7,5 миллиарда рублей. Но там будет строиться и аэровокзальный комплекс, взлетно-посадочная полоса, реконструкция будет ее идти, будут рулежные дорожки поправляться, перрон, будет ограждение и будут еще вспомогательные помещения для аварийно-спасательных работ, для службы авиационной безопасности, технические здания. Ну, кроме этого, еще у нас есть аэропорт Жиганск, в этом году мы приступаем, и Верхневильойск. Но там работы тоже будет немножко поменьше, но это уже какая-то будет работа. Мы почему так сделали график? Для того, чтобы с Федеральным агентством воздушного транспорта мы договорились, чтобы не все одновременно сразу делать, потому что столько мы и подрядчиков не найдем. Да и потом сразу весь транспортный коллапс сделать по всей республике, это будет очень проблематично для всех, для населения в том числе. И все-таки мы решили таким образом. И на сегодняшний день все наши предприятия воздушного транспорта разрабатывают свои стратегии развития до 30-32 года. Это связано и с обновлением парка воздушных судов, это связано и с подготовкой летного состава, это связано и с улучшением финансового состояния этих предприятий. Правительством Якутии достаточно четко отрабатывается национальный проект «Безопасные и качественные дороги». Прежде всего, положительная динамика связана с введением в эксплуатацию 30 километров автодороги федерального значения Вилюй для обеспечения проезда до села Бердигистях. Также построено 50 километров региональных автомобильных дорог. В 2019 году по этому направлению планируется приведение в нормативное состояние 134 километров региональных дорог. Особую часть составили дороги столицы Якутии. На сегодняшний день в городе Якутске мы должны обеспечить ремонт 25,8 километра уличной инфраструктуры. Таким образом, дальше мы еще по региональных дорогах 148 километров должны сделать. Для города Якутска из дорожного фонда мы выделяем в течение 6 лет, будем выделять дополнительно по 500 миллионов рублей, федерального бюджета еще 500 миллионов рублей и с городского бюджета еще 500 миллионов рублей. То есть ежегодно 1,5 миллиарда рублей. Раньше такой суммы и не было. И мы ежегодно уже составили 5-летний план, утвердил глава республики 5-летний план, согласовали мы с городом, со всеми подрядчиками, что ежегодно будем вносить где-то примерно, должны, мы по городу Якутску выйти на 85% уличной сети. То есть освоить эти деньги надо и заасфальтировать порядка из
из этого процента 85%. Это высокий показатель. Но на сегодняшний день делаем и проверяем это улицы Жарницкого, Петра Алексеева, Есенина, улицы Газовиков, это Хатанрязское шоссе, это улица Чайковского. То есть, вроде как большой объем, еще Сурона Малона и улица Данилова. И еще есть северный микрорайон. Так что, в принципе-то, у нас по безопасным качественным дорогам у нас есть план, у нас есть средства, которые уже как бы выделил и федеральный центр. И я думаю, что с этой работой мы справимся. Под эгидой Минпромторга России в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие арктической зоны Российской Федерации» начата реализация проекта создания высокотехнологической жатайской судоверфи. Проект предусматривает создание более 700 новых рабочих мест. Федеральное финансирование проекта составляет более 4 миллиардов рублей. Это проект, будем так говорить, на Дальнем Востоке, наверное, один из таких будем так говорить, металлоемкий, да, или энергоемкий, будем так говорить. Для всего нашего речного транспорта замена устаревшего речного парка – это необходимость, потому что весь основной груз это происходит нашими речными судами. Вся Арктика снабжается в навигацию. И для ЛОРПа, и для Янского речного пароходства, и для Колымской судоходной компании мы должны обеспечить нормальными, хорошими судами. Это и сухогрузы, это наливники. И через 2-3 года мы должны уже выпускать по 10 судов в год. Вторая задача этой судоверфи – мы должны утилизировать те речные суда, которые уже у нас списаны и находятся, лежат просто на боку. В июле этого года запущены регулярные железнодорожные пассажирские перевозки со станции Нижний Бестях. Это важно с учетом того, что обеспечение железнодорожных пассажирских перевозок позволит населению республики воспользоваться альтернативным видом транспорта и в целом снизить транспортные расходы. Мечта вековая, будем так говорить, якутского народа, она осуществилась. Сегодня, через день, с 29 июля, мы можем совершить поездку с Нижнего Бестяха до городов России, особенно Дальнего Востока. И начинался он тоже также, и финансирование происходило с федерального бюджета, нам очень много помогал федеральный центр. Это и дальневосточные железные дороги, и российские железные дороги. Сегодня, да, наши пассажиры могут уже с Нижнего Бестяха добраться и в Хабаровск, и в Иркутск, и в Лондон, и в Читу, и даже в Москву. У кого какие интересы, будем так говорить. Правительство Якутии особую роль видит в транспортной доступности республики, которая должна стать одним из локомотивов дальнейшего экономического развития Якутии.